был живой пример перед глазами. Папа врач, он очень долго работал, уволился только в этом году. Больше 50 лет работал в здравоохранении именно в нашей республике. Она и не видела себя в другом. Потомок династии медиков Зара Албакова с детства была влюблена в эту профессию. Именно это и определило итог всероссийского конкурса. Она стала обладателем звания «Лучший главный врач России». Когда много лет работаешь в детской, взрослой реанимации, вот руководителем, плюс я еще с 2007 года работаю в нашем университете. Ну, иногда хочется где-то себя еще попробовать, попытаться. Потом наше учреждение достаточно маленькое, и хотелось дать знать о нашей республике, попытаться. «Лучший главный врач России» – ежегодный медицинский профессиональный конкурс, где определяют лидеров среди главных врачей медицинских учреждений, имеющих высокий потенциал и обеспечивающих высокий уровень профессиональной деятельности. Соревнование проходило в онлайн-формате. Для участия необходимо было отправить портфолио. У нас достаточно хорошее оснащение. Мы за последние 6-7 лет много оборудования приобрели с помощью нашего руководства, Минздрава, с помощью ФОМСа. Поэтому хотелось немножко, чтобы о нас тоже узнали. Ну, на какое-то призовое место мы не рассчитывали, но хотя бы хотелось, чтобы на федеральном уровне были в курсе, что есть такое учреждение, что мы работаем, стараемся и что у нас тоже есть что показать. Главврач Карабулакской городской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии Ингушского государственного университета. Свой путь в медицине Зара Абдулмажитовна начала в 1985 году. Поступила в Дагестанский государственный медицинский институт по специальности педиатрия, а уже в 1992-м заканчивает интернатуру на базе отделения детской реанимации второй городской больницы Грозного. Полученная специальность – анестезиология и реаниматология. После получает второе образование по специальности психология и выходит работать в университет. Передавать знания, конечно, это очень важно. Дисциплина, которую на медицинском факультете я веду, это коммуникативные навыки, это навыки общения с пациентом. Наверное, это такой очень важный момент. Даже установление первого контакта с пациентом, насколько он вам будет доверять. И от этого, от установления первоначального контакта, первой встречи с пациентом, насколько вы проникнетесь его проблемами и насколько будет эффективная обратная связь, зависит исход дальнейшего лечения пациента. Принять пациента, определить в палату, вылечить. Чтобы стать хорошим специалистом, одного образования мало. Важно еще быть хорошим человеком, умеющим найти подход к каждому. Но с этим проблем у нее нет. К своей профессии у главврача безусловная любовь. Отмечают это и пациенты. Вот ее вся работа это на больных направлена. Вот главное, чтобы помочь больному человеку. И весь свой персонал она тоже старается в такое русло, что ли, направить. Зара Абдулмажитовна систематически повышает свой профессиональный уровень, участвуя в научных конференциях, семинарах и форумах как регионального, так и всероссийского уровня. Пост главврача Карабулакской городской поликлиники она занимает с 2016 года. А медучреждение расцветает с каждым годом. Обновляются кабинеты, оборудование. Пациент может отследить, сколько талонов еще осталось, и полностью работу этих врачей. Также у нас новшество в нашей поликлинике – это заслуга главного врача. У нас висит возле монитора, висит планшет, на котором каждый пациент может написать свою жалобу, предложение. В конце недели, в конце рабочего дня это все пересматривается, эти все предложения вносятся, жалобы, которые рассматриваются и выносятся по окончанию какие-то взыскания. Офтальмологический кабинет у нас полностью оснащен. Полностью. Магнитный аппарат, магнитотерапия проводится у нас, лазер,
Эндоскопический кабинет. Оснащение очень хорошее. Да и в общем УЗИ-аппараты у нас закуплены. Человек на своем месте. Честно сказать, очень порядочный человек. Это не первая значимая награда главврача. Зара признается, врачом быть непросто. Профессия забирает полностью, но она всю жизнь совмещает работу врача и заботу о семье. Кстати, по ее стопам пошли и дочери. Старшая в этом году закончила Пражский мединститут. Хороший пример оказался заразителен. Хава Гайзикова, Хава Гагиева, Магомед Даскиев. Новости 24.